Епископам всякого народа подобает знать первого в них и признавать его как главу, и ничего превышающего их власть не творить без его рассуждения. Творить же каждому только то, что касается до его епархии и до мест к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех, ибо так будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец, Сын и Святой Дух. 34 правило святых апостолов. Жизнь на земле непостоянна и быстротечна. Проходят, сменяя друг друга поколения, с ними появляются и исчезают страны и целые империи. Но незыблемой остается Церковь Христова, глава которой вчера и сегодня и вовеки тот же. В начале 90-х годов 20-го столетия рухнула Великая империя, на обломках которой начали появляться суверенные государства. С идеей государственной независимости возникла идея независимой национальной церкви, внесшая в среду верующих раздор и вражду. Экспансия униатов и автокефальное движение, начавшееся на западе Украины, привели к разгрому 3 православных епархий. В этот сложный период особенная ответственность легла на предстоятеля Украинской православной церкви. Он был человеком, который держал всех только в страхе повиновения. Он не был верующим. Он был посланец партии тогда, чтобы контролировать жизнь церкви. И он не привык ни с кем считаться. Он знал, что за ним власть. Вначале было, люди старались каждый получить у него благословение. Вот. Он не спеша проходил, благословлял, можно сказать так, без какой-то тени и раздражения, как настоящий пастырь. Служакой был, вот что самое важное. У него, так сказать, все было расставлено с точки зрения дисциплины, дисциплина прежде всего. Я была прихожанкой Владимирского собора много лет. Очень любила Филарета, очень. Этого у него не отнять. Он очень был большой проповедник. Проповедями его я просто в восторге была от его проповеди. О том, что это человек, который относился ко всем настороженно, вот, это сущая правда. О том, что он никому не доверял, тоже сущая правда. Это то, что все говорят однозначно. Единственное, что я никогда не слышал ни от кого, ни после того, ни во время того, ни сейчас, это ни одного слова оправдания в адрес этого человека. Бывший митрополит Киевский и всея Украины Филарет, в миру Михаил Антонович Денисенко, родился в 1929 году в селе Благодатном Донецкой области. Окончил Одесскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. В 1950-м принял монашеский постриг в Троице-Сергиевой лавре. С 1952 преподавал в Московской духовной семинарии, был инспектором Саратовской, а затем Киевской семинарии. С 1958 ректор Киевской семинарии.
После ее закрытия был назначен управделами Киевского экзархата и настоятелем Владимирского собора. В 1962 был хиротонисан во епископа Лужского, викария Ленинградской епархии. Вскоре был назначен епископом Венским и Австрийским. В 1964 был назначен епископом Дмитровским, ректором московских духовных школ. С 1966 постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, патриарший экзарх Украины, архиепископ, а с 1968 митрополит Киевский и Галицкий. После смерти 3 мая 1990 года патриарха Пимена назначен местоблюстителем Московского патриаршего престола. На Поместном соборе Русской Православной Церкви был одним из 3 претендентов на патриарший престол. Філарет пішов до Лукіянова Анатолія, тоді був ЦК. І той його прийняв накануні ізбрання патріарха. І говорить, що Анатолій Іванович, було договорено, то з ним було договорено з ЦК, що я буду патріархом. А Лукіянов йому говорить, що Михаїл Антонович, бо його так звали туди, тепер ми вам не можемо допомогти. Тепер і ми собі не можемо допомогти. На Поместный собор Русской Православной Церкви, проходивший 7 июня 1990 года в Свято-Троице-Сергиевой Лавре, были представлены 3 кандидата на патриарший престол. Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий Ридигер, митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир Сабадан и митрополит Киевский и Галицкий Филарет Денисенко. В первом туре в результате тайного голосования 139 голосов было подано за митрополита Алексия, 107 за митрополита Владимира и 66 за митрополита Филарета. После второго тура голосования святейшим патриархом был избран Алексий II. Я думаю, что Филарет очень сильно испугался за свое будущее. Он считал, что избранный патриарх, новый избранный патриарх Алексий II, его сместит с поста патриаршего экзарха Украины. И, естественно, он не хотел терять власть, терять влияние, терять деньги. И, кроме того, оскорбленное самолюбие, он же ведь страшно тщеславный человек. Это было пощечина такая на весь мир. Он был местоблюститель, и вдруг его, как говорится, прокатили. Он уже тогда на соборе, по выборам патриарха, уже тогда, когда наблюдал церемонию поздравления нового патриарха, он уже тогда мне сказал: вы видите, владыка, вот это стоит последний патриарх единой русской церкви. У меня все внутри похолодело. Поражение на патриарших выборах стало опорной точкой, перевернувшей сознание митрополита Филарета. С этого момента непоколебимый сторонник единой церкви взял курс на обособление Украинской Православной Церкви. Сразу же после возвращения из Москвы 9 июня 1990 года он собрал совещание епископата, на котором провел безальтернативные выборы себя в предстоятели УПЦ. Святейшему патриарху Алексию II было направлено обращение о предоставлении Украинской Православной Церкви независимости и самостоятельности в управлении. Он часто в проповедях своих говорил: мы должны быть объединены в единое стадо, как и Господь Иисус Христос сказал. В другой проповеди он так выразился, что некоторые выступают против меня, заставляя разделить церковь, особенно отделить Украину. Так он сказал: я буду стоять, пусть даже кровь мою прольют, и пусть даже помажут ею и Крещатик, я не уступлю. Ибо Святая Русь должна быть неделимой. После этого собора, так,
уже было явно видно по нем, что он стал отклоняться от истинной православной церкви. И он на проповедях начал говорить, как перед этим он говорил наоборот все, что истинная церковь, она должна быть совместная, цельная, единая. Белоруссия, Россия и Украина — это должно быть целые, нераздельные. А когда он уже приехал после этого собора, он совсем начал по-другому говорить. Это было, конечно, очень заметно, и наше внутреннее состояние начало у нас колебаться. Поэтому как оно будет? 28 октября 1990 года святейший патриарх Алексий II прибыл в Киев, чтобы торжественно вручить митрополиту Киевскому Томас о даровании Украинской Церкви независимости и самостоятельности в управлении. Смиренный Алексий II, Божьей милостью патриарх Московский и всея Руси, благословляем через настоящую грамоту силою Всесвятаго Духа быть отныне православной Украинской Церкви, независимой и самостоятельной в своем управлении. Вскоре после этого в адрес украинского правительства было направлено официальное письмо, в котором объявлялось об отказе Русской Православной Церкви от прав на собственность и имущество, до сих пор ей принадлежавшие на территории Украины, равно как и экспроприированные ранее у нее коммунистическим режимом. Правопреемницей Русской Церкви в Украине объявлялась Украинская Православная Церковь. Если вы хотите узнать природу любого земного конфликта и будете копаться до корня, вы всегда найдете внизу, самом внизу, в корне, деньги. И в природе вот этого явления филаретовщины в корне находятся деньги. Филарет был обладателем больших сумм денег, и он взял также на сбережение компартийные деньги. И вот эти деньги, которыми он владеет, они и дают ему как бы почву или возможность, ну так раскинуть свои крылья. 22 ноября 1990 года в Киеве проходил Первый собор Украинской Православной Церкви. Его главной задачей было принятие устава об управлении УПЦ. Митрополит Филарет, взяв за основу устав Русской Православной Церкви, внес в него дополнения, направленные на абсолютизацию своей личной власти. Предстоятель избирался пожизненно и только из числа украинских архиереев. Упразднялся институт постоянных членов Священного Синода. Нам приходилось тогда эти документы печатать, перепечатывать в редакции журнала «Православный вестник». Вот. И, конечно же, тогда эта сильная рука митрополита Филарета чувствовалась во всем. Он диктовал всем архиереям, каков должен быть устав, вот. Потому что его, ну, может быть, с одной стороны уважали, а с другой стороны, наверное, боялись. Вот. Все-таки он не терпел иного мнения. То есть соборного мнения церкви, конечно же, здесь не было. Соборность – один из основных принципов устройства и бытия церкви. Верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь, говорится в православном символе веры. Соборность – это единомыслие и единодушие всех ее членов, священства и мирян. Хранителем веры является народ Божий, объединенный благодатью Святого Духа. Согласие достигается не силой единоличной высшей власти, требующей беспрекословного подчинения, но советом, основанным на взаимном уважении и любви. Филарет
принятием устава об управлении УПЦ закладывал базу для своих дальнейших раскольнических действий. Я это понял. Поднимаю руку. Филарет как будто ждал этого. Весь тоже на меня вот так, двумя глазами, как пиками впился. Я говорю, вот мы тут рассматриваем пункт о пожизненности киевского митрополита. Но ведь это прерогатива только лишь патриарха в поместной церкви. И потом отсутствует упоминание о постоянных членах Синода. Открывается возможность для спекуляции и манипуляции Синодом. За возражение Филарету епископ Иоаннафан был сразу же после собора смещен с поста управделами УПЦ. В апреле 1991 года он был уволен за штат и запрещен в священнослужении на 3 года. Владыка обвинялся в хищении имущества Киево-Печерской лавры, в поддержке современной бесовщины, в неподчинении правящему архиерею и возведении на него клеветы. Для вразумления он был переведен в регенты, но места не получил и, лишенный жилья и средств к существованию, был вынужден скитаться. Киевское духовенство было строго предупреждено Филаретом, что за общение с Иоаннафаном разделит его участь. 24 июня 1991 года бывший викарий Киевской митрополии епископ Иоаннафан Елецких подал в Московскую патриархию рапорт-апелляцию о недостойном архиерейского сана поведении митрополита Филарета. К рапорту прилагались документы, на основании которых владыка утверждал, что митрополит Киевский и всея Украины имеет личную семью и детей. Все это признавали, видели мы и знали. Ну, приходила Евгения Петровна в редакцию, и в митрополию. Вот. Как многие из духовенства даже ей ручку целовали. Ну, я был послушанием митрополита. Единственное, чем я могу похвалиться, что это я руку ей ни разу не поцеловал. То, что все это было, мы знали. И знали, кто такая Евгения Петровна, и по Владимирскому собору, и она в Лавру сюда приезжала, и тут наводила марафеты и рассказывала нам, как кровать застилать. Все это прекрасно мы понимаем, там порядки наводила, значит, у братьев было, все же было прилично. Но это все, это личные человеческие грехи, которые никакого отношения до нас не имеют. Мы слушались своего предстоятеля и старались быть верными чадами. Я этому не верила сначала. Аж потом, он все время говорил, что это его сестра, это Евгения Петровна, тезка моя, что это его сестра, а дети взяты из детдома. Были такие слухи, ходили, но я так перед ним преклонялась, что я этому не верила. Аж потом я уже, когда начался вот этот раскол, и одна там тоже прихожанка Лавры, но она уже, царство ей небесное, умерла сейчас, она была в близких отношениях с ним и с этой Евгенией Петровной, и она точно вот это говорила, что это его дети, и он еще говорил, что, мол, как-то он там выражался, для КГБ я женатый, а для прихожан я монах. Евгения Петровна Родионова сопровождала митрополита Филарета на всех этапах его служения, начиная еще с обучения в Одесской семинарии. Она была его неизменной спутницей на приемах у высокопоставленных государственных лиц, а также советчицей при решении многих церковных вопросов. Евгения Петровна, как и находившиеся рядом с ней 3 детей, проживали вместе с Филаретом и представлялись им как сестра и усыновленные ею дети. В эпоху гласности в ряде периодических изданий начали появляться статьи, утверждавшие, что это его жена и кровные дети. В 1992 году в прессе было опубликовано открытое письмо «Я, Вера, родная дочь Филарета», в котором приемная дочь Родионовой предлагала сделать анализ крови, ставший бы свидетельством ее кровного родства с Филаретом, а также описала скрытую от взоров многих атмосферу семьи и судьбу тех, кто как-то мог раскрыть правду отношений между Филаретом и Евгенией Петровной. Ранг ее двигался от супруги до сестры, от родственницы до вообще никого. Вот. Так что все, что говорилось священники, то могли говорить один на один и не больше, чтобы было видно, кто сдал, если сдал.
Поэтому комментарии все хороши уже потом были. Вот. Все, кто общался по Владимирскому собору, по Пушкинской, по резиденции, по журналу, вот, православный вестник, потом многое говорили. При жизни никто ничего не говорил, все боялись всех, в том числе ее и его. В ней просто, я как думаю, сидел нечистый. Она была тем механизмом, который, так сказать, приводил в действие все подспудные, все черные, все темные силы, которые находились в ней, и таким образом все это трансполировалось на его психику, на его, так сказать, действия даже. Ну, допустим, такой момент. Переводы епископов из кафедры на кафедру без ее благословения не производились. Она сказала, вот, если она сказала, вот этого перевести туда, или священника того из прихода, и все. Филарет беспрекословно все это выполнял. Разглашение тайны жизни киевского митрополита было моментально пресечено. Экстренно собранный синод УПЦ рассмотрел вопрос о моральном обличии владыки Иоаннафана и лишил его как нераскаянного епископского сана. Филарет даже заявил, что его бывший викарий психически невменяемый. Пример Иоаннафана должен был послужить всем уроком. Запуганный, доведенный до отчаяния епископ Иоаннафан выбрал за лучшее оговорить себя. В сентябре 1991 года на Архиерейском соборе УПЦ он публично признался, что имел намерение присоединиться к клиру ОАПЦ, имел общение с колдунами и распространял клевету на предстоятеля УПЦ. В сане был восстановлен в апреле 1992 года Архиерейским собором Русской Православной Церкви с согласия митрополита Филарета. Кризисные явления в жизни советского государства нарастали как снежный ком. Утрата коммунистической партии и контроля над властью в стране становилась все очевиднее. Вслед за этим неизбежно должен был последовать развал союзного государства. 24 серпня 1991 року. Київ. Останні хвилини перед відкриттям позачергової сесії Верховної Ради України. Сесії надзвичайної, після Путчівської. Постанова Верховної Ради Української РСР проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. – 24 августа 1991 года, после провала августовского путча, Верховный Совет Украины провозгласил акт о государственной независимости. Украина вступила в новый этап исторического развития и своего становления как независимого государства. За 346 приймається. Сложившаяся политическая обстановка была как нельзя кстати для митрополита Филарета. Предстоящий поместный собор Русской Православной Церкви должен был рассмотреть вопрос его морального облика. Архиерейский собор УПЦ, проходивший 6 сентября 1991 года, направил святейшему патриарху Алексию II обращение, в котором указывалось, что обсуждение обвинений в адрес митрополита Филарета будет расценено как желание РПЦ лишить УПЦ дарованной ей самостоятельности и независимости в управлении. Епископат Украинской Православной Церкви единогласно заявляет, что все отрицательные последствия постановки этих вопросов на поместном соборе лягут на священноначалие Русской Православной Церкви. Он был конъюнктурщик, был, есть и будет. От него никто не слышал ни одного украинского слова. Вот когда, так сказать, руховцы подняли свою голову, так сказать,
Я подошел к нему и сказал: владыка, мы же Украинская православная церковь. Давайте хоть одну литургию в месяц, одну литургию выберем из 3 имеющихся у меня: Кошица, Леонтовича, Стеценко. Выберем наиболее адекватный из переводов, который наибольше нам бы, так сказать, импонировал. Вот, и споем на украинском языке. Он выслушивал и менялся в лице. Вот. Он из нормального цвета лица превращался в синий. Он сказал: не будет этого. Осенью 1991 года митрополит Филарет окончательно принял курс на автокефалию. В средствах массовой информации все чаще стал подниматься вопрос о недопустимом поведении митрополита Филарета в личной жизни. Боясь прещений со стороны Московского патриархата, он прекрасно понимал, что гарантировать безнаказанность за нарушение монашеских обетов сможет только выход из юрисдикции РПЦ, вследствие которого он сам станет главой автокефальной церкви. Поддержка пришла в лице Леонида Кравчука, председателя Верховного Совета Украины. Во время работы в ЦК Компартии Украины будущий первый президент специализировался на атеистической пропаганде и понимал, что церковь в жизни общества всегда занимала ключевое место. Кравчук стал отцом идеи создания независимой украинской государственной церкви как атрибута независимого украинского государства. Для него слово властей было весомым. Он очень дорожил дружбой, например, с первым секретарем Компартии Украины Щербицким. Филарет всегда старался заиметь знакомство с самым верхним эшелоном власти Украины. Вот когда к власти пришел Кравчук, он тоже с ним сошелся, очень близко сошелся. Поговаривали, что он даже у него кум. 1 ноября 1991 года проходил собор Украинской Православной Церкви, на котором присутствовал весь украинский епископат, делегаты от 22 епархий, представители 32 монастырей, представители духовных школ. В слове на открытии собора митрополит Филарет сразу же определил его главную задачу. Прошел год после того, как Архиерейский собор Русской Православной Церкви даровал Украинской Православной Церкви самостоятельность и независимость в управлении. Украинская Православная Церковь осуществляет свое служение в новых исторических условиях. Отношения между церковью и государством получили качественно иное развитие. Государственная независимость Украины ставит перед нами вопрос об образовании независимой православной церкви на Украине. Когда Украинская церковь получила самостоятельность в управлении, он начал комплектовать епископский состав на Украине, который бы был ему послушным. И сразу же начал делать попытки на то, чтобы епископу силой, угрозами, он этим пользовался, другим он не умел пользоваться. Чтобы заставить, чтобы они стали на его сторону, и чтобы они потребовали сначала, а если нет, потом, взяли, объявили себя самовольно независимой автокефальной церковью. Убеждая собор направить обращение к патриарху, митрополит Филарет доказывал, что имеющийся у ОПЦ статус уже не актуален. Решение о самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви было принято в условиях, когда народ суверенной Украины проголосовал на референдуме за сохранение Советского Союза. В настоящее время политическая ситуация в Украине иная. Верховный Совет Республики провозгласил Украину независимым государством. Изменяется и церковная обстановка. Идея автокефалии или самостоятельного управления церкви ставилась Филаретом, так как он говорил, для сохранения православия. Потому что власть берут греко-католики, униаты и раскольники.
Мстиславская автокефальная церковь. И задавали ему вопрос: ну хорошо, вот мы обращаемся, вот мы просим, мы подписывали все документы патриарху. Но если Россия, Москва не даст нам автокефалии, в каком мы останемся статусе? Он так говорил, что мы остаемся в том статусе, какой мы сегодня есть. То есть мы в раскол не пойдем. Даст церковь, мать, автокефалию, хорошо. Не даст, значит, остаемся на тех позициях, как оно и должно быть. Ну и, конечно, многие епископы, в том числе и я был прельщен этим. Ну что, простить разве это что, грех? Ну нет. У митрополита Филарета была уверенность в положительном решении вопроса Московской патриархии. В связи с этим была выдвинута и следующая просьба. Учитывая тысячелетнюю историю Киевской митрополии, прямой правопреемницей которой является Украинская православная церковь, имеющая 35-миллионную паству, собор просит Русскую православную церковь после дарования полной самостоятельности Украинской православной церкви способствовать учреждению Киевского патриархата восточными патриархами и главами других поместных церквей. Когда распалась великая держава, во всех суверенных государствах, которые образовались, возникла мысль, идея, что должна и церковь быть независимой и самостоятельной. Но не может в результате распада государства не может образоваться 15 независимых автокефальных церквей. Нельзя этот процесс подгонять под политические решения государственных деятелей. В настоящее время 14 православных церквей признаны автокефальными, что в переводе с греческого означает «самовозглавляемые». Хотя автокефальные церкви действуют независимо, они пребывают в полном литургическом общении друг с другом. Первым среди равных является Константинопольский патриархат, именуемый также Вселенским. Более 1000 лет Константинопольский патриарх возглавлял церковь Византийской империи и руководил ее миссионерской деятельностью, которая принесла христианскую веру многим народам к северу от империи. В XV веке некогда могучая империя была разгромлена турками. Это серьезно ослабило позиции Вселенского патриархата. В XIX веке была учреждена автокефальная греческая церковь. В настоящее время Константинопольский патриархат – это около 5000 греков, оставшихся в исламской Турции и некоторые греческие территории. Пытаясь преодолеть малочисленность, Константинопольская патриархия старается организовывать свои приходы в других странах мира, а также ревностно относится к сохранению за собой права иметь решающий голос в решении общецерковных вопросов. Видите, сегодня на повестке дня Всеправославного совещания по подготовке Великого и Святого Собора стоит вопрос, который не решен, кто должен предоставлять автокефалию. Это вопрос, который лежит на повестке дня. Поэтому до сих пор в 70-м году дарованная автокефалия Американской православной церкви и автономия японской церкви до сих пор не признается греческими церквами. Поэтому после того, как не было признана дарованная нами автокефалия Американской православной церкви и автономии японской, мы не могли снова выступать против всеправославного решения, так как этот вопрос обсуждался, и до сих пор он не решен. К концу 1991 года в Украине было около 5500 приходов УПЦ против 1800 УГКЦ и 1400 приходов УАПЦ. Униатские и автокефальные приходы были в то время сосредоточены на западе Украины. Остальная территория Украины находилась в юрисдикции Украинской православной церкви, и подавляющее большинство православного населения не только не стремилось к автокефалии,
но и было категорически против выхода из юрисдикции Московского патриархата. Митрополит Филарет, бывший до недавнего времени ярым противником автокефалии, диаметрально изменил свои взгляды. Украина готовилась к референдуму о государственной независимости и первым президентским выборам. Предстоятелю УПЦ в этой ситуации было важно соответствовать новой политической обстановке и опередить возможных претендентов на национальную церковь, униатов и автокефалов. 19-20 ноября 1991 года в Киеве проходил первый всеукраинский религиозный форум, событие показательное, которое проводилось в духе новой политики в области религии. На форум собрались представители 13 религиозных организаций Украины. Я был тогда председатель оргкомитета, и когда протестанты первыми предложили, а пусть вот митрополит Филарет уступит место, первое слово выступления пусть уступит представителю УАПЦ тогда, митрополиту Антонию Масендичу. Вот. Филарет категорически сказал, я тогда вообще не буду выступать. Первым должен выступать я. Вот. И все-таки первое слово тогда было предоставлено Кравчуку. Он был тогда глава Верховной Рады Украины. Ну, все-таки тогда уже прозвучало вот этот лозунг «Незалежной Украине, незалежна церква», вот, который, ну, мы еще всей опасности этого лозунга, мы, наверное, тогда еще не воспринимали. В своем докладе на межрелигиозном форуме митрополит Филарет с готовностью откликнулся на призыв будущего президента. Собор Украинской Православной Церкви единогласно принял постановление о создании на Украине православной церкви с полной канонической самостоятельностью и независимостью. Он также сообщил о том, что собор обратился к Украинской автокефальной православной церкви с призывом положить конец разделениям. Перечень количества епархий, приходов и верующих УПЦ, подробный рассказ о благотворительных акциях с указанием затраченных на них денежных сумм не оставлял сомнений, на базе какой церкви должно произойти объединение и кто должен быть ее главой. Старался он, чтобы Кравчук только общался с ним. Ну, какое-то уже влечение друг к другу Филарета к Кравчуку и Кравчука к Филарету, наверное, уже тогда отмечалось. Форум, наверное, создавался тоже для того, чтобы не только консолидировать все религиозные силы, вот, но, наверное, это было тоже связано с какой-то, в какой-то мере, может быть, это можно называть предвыборной агітацією. 1 грудня 1991 року. Всеукраїнський референдум за незалежність і вибори президента України. Претендентів на пост президента було 6. Леонід Кравчук, колишній партійний функціонер. Україна для мене – все, стверджує Леонід Макарович. І ми, українці, маємо творити свою власну демократію на власному ґрунті. Так референдумові за незалежність сказали понад 90% виборців. Майже 62% віддали свої голоси за Леоніда Кравчука. Слово для принесення присяги надається президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку. Урочисто присягаю народові України при здійсненні повноважень президента України суворо додержуватися Конституції і законів України, поважати та охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати покладені на мене високі
обов'язки. 1 декабря 1991 года Леонид Кравчук стал первым президентом Украины. Вскоре по его распоряжению религиозным организациям решено было передать на ремонт и реставрацию храмов 25 миллионов рублей с арестованных счетов Компартии Украины. Из них 12 миллионов было перечислено на счета УПЦ. В силу понятных причин митрополит Филарет начал предпринимать энергичные усилия к тому, чтобы ускорить процесс получения автокефалии. 16 декабря 1991 года всем епископам был разослан циркуляр. Всем необходимо провести собрание вашего духовенства в поддержку решения собора Украинской Православной Церкви о предоставлении ей независимости. Списки духовенства и личные подписи привести в канцелярию. Он часто созывал синод. Часто. Вы знаете, мы, если раз в 2 недели не были в Киеве, все так, не было такого. Он часто вызывал, очень часто. Он как-то стремился или хотел, это все как-то он все-таки... Но когда мы увидели, что уже не туда, и он перестал ехать на синод в Москву, перестал ездить уже, и мы как-то начали говорить, а почему... Вот не... Яков тот всегда выдавал такую идею, что если Москва нам не даст автокефалию, то мы обратимся к Вселенскому, и Вселенская нам даст автокефалию. Это была идея только одного Якова. Даже Филарет эту идею не поддерживал никогда. Он стремился к тому, чтобы все-таки получить автокефалию со стороны Москвы. Каждый монастырь, каждый приход, каждую общину Филарет заставлял писать личные письма на имя патриарха, в том числе и нас. Из наших братьев только подписало 4 человека это письмо. Остальные все, несмотря на свой молодой возраст, проявили сознательность и послушание Святейшему Патриарху и не подписали это письмо. Один раз он вечером приехал, выстроил нас в синодальном зале и давай нам, а мы, как маленькие детки, стоим под стеночкой, а он так сидит, смотрит на нас и говорит: почему вы не слушаетесь своего предстоятеля? Когда захотел Яков братью же автокефалию подписать, только сказали, только 3 из монахов подписались, а эти все никто не подписался. И они стали просить народ, чтобы он помочь, потому что нападает. Он терроризует всех братьев, не дает просто жить ни днем, ни ночью. Вот, тяжело им, очень тяжело было. Пришли братья, говорят: помогите, люди, потому что он сказал, если мы не подпишем, он нас всех отдаст, отсюда выгонят, а мы же с монастыря не хотим. Мы и там, и старцы, отец Амбросий, все. Куда же мы пойдем? Мы же всю жизнь здесь при монастыре жили. Давление Филарета, резкое изменение его отношения к автокефалии привели к негодованию среди духовенства и мирян. Во многих приходах, монастырях, духовных школах начался сбор подписей в защиту канонического православия. Церковные события вызвали большой общественный резонанс. 20 января 1992 года 26 народных депутатов Украины опубликовали официальное заявление. Митрополит Филарет Денисенко тесно связал свою 30-летнюю деятельность со службами КГБ ради карьеры и возможности удерживать церковь в Украине в руках единодержавной диктатуры. Все это отворачивает от церкви людей, углубляет вражду между конфессиями и способствует расколам. Он должен оставить должность предстоятеля Украинской Православной Церкви. Гордость не может сама собой она быть, она должна как-то вылиться. И дьявол знает, что он уже погиб, что ему нет возвращения по его гордости, потому что нет такого, Господь всем прощает, кто обратится к нему с покаянием. А дьявол он не может, он не для того сделал раскол, чтобы отпал от Господа, чтобы опять возвратиться к нему. Нет. Он хочет себя видеть равным Творцу творения. Также и в всех расколах мы видим, раскольник Филарет, он не хотел видеть себя церковью. Он думал, что он отстоял эти 30 лет, когда он был каноническим митрополитом, что вот возрождение Украины — это какие-то его там заслуги. И не надо говорить сегодня о том, что он стал национальным героем, что он хотел, чтобы церковь была независима. Церковь никогда ни от кого не была зависимой.
Церковь всегда подвластна только его главе Христу. 22 января 1992 года в Киеве состоялось совещание Украинского епископата, которое должно было принять новое обращение к Святейшему Патриарху. В нем содержался упрек в том, что РПЦ умышленно затягивает положительное решение вопроса об автокефалии. Мы также осуждаем продолжающиеся клеветнические нападки на предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Киевского и всея Украины Филарета, расценивая их как выпады против нашей независимости. 3 архиерея, епископы Черновицкий и Буковинский, Ануфрий, Березовский, Тернопольский и Кременецкий Сергий, Генсицкий и Донецкий и Славянский Алипий, Погребняк отказались подписать обращение. Все подписывают. И тут, значит, подходит, подписывается мне, и я вот этот момент, буквально чуть не в этот момент, я, весь горю, дружу. Тут сердце так выскакивает из груди. Страшно. Не знаю, как что. И тут невольно я подмахнул. И сразу думаю, что я наделал? Владыка Онуфрий не подписал. Владыка Алипий не подписал. И когда им это дали, как? Не подписали? Ах, вы такие-сякие. Но, говорит, закон таков. Вы должны подписать, а если вы не согласны, должны написать объяснение, что вы не согласны с тем-то, тем-то. Я беру у них и тут же подписываю, что я тоже согласен. И когда я подписал, все, я спокоен. Рука не дрожит, сердце на месте, я слышу лицо нормально. Я отношу ему, он как, и вы с ними. И тут началось. Он начал, что все, вас не примет Украина, вы повернетесь домой, вас, вы будете против автокефалии, против всего такое. Остальные епископы не смели противиться Филарету, потому что знали, что за ним власть. Ультиматум Святейшему Патриарху поддержал президент Украины. Мы думаем, что дело чести Московского Патриархата – помочь Украинской Православной Церкви в утверждении ее канонической независимости, что соответствует чаянию православных верующих Украины. На следующий день, 23 января, решением Синода УПЦ владыка Алипий, спустя неполных 4 месяца после своего навещения епископом, был отправлен на покой. Владыка Сергий был назначен викарием Киевской митрополии, а владыка Ануфрий переведен на Ивано-Франковскую кафедру. На следующий день уже мне звонит Филарет, чтобы вы знали, вы решением Синода переводитесь на Ивано-Франковскую кафедру. Ну, я был готов ехать, и все, он сказал, ну, благословите. И пошел на службу, и я попрощался с народом. Я должен был сказать людям, що я уїжджаю. Мені визначено друга кафедра, куди мене направляють на дальніше служіння Церкві Христовій. І в цей день я хочу призвати вас до миру, спокою і злагоди. Це є воля Божа. Я є єпископ, але єпископ це не є головне, я є монах, який має слухати голос церкви, і куди церква не покличе мене, я туди йду. Так що я прошу вас відпустити мене з миром, благословенням. И после литургии я, значит, пошел в епархию. Все люди ждут меня там. Говорят, мы тебя хотим проводить в епархию. Я говорю, да не обязательно, мы тебя хотим проводить. Тогда я уже отослал машину, пошел с ними пешком, то неудобно, я поеду, они будут идти пешком. Я пошел с ними, прошлись. Они стали, значит, все двери, значит, оккупировали и сказали, мы тебя не пускаем никуда. Звернення протест. Ваше блаженство і ваше преосвященство, знавши про ваше рішення про зміщення з Буковинської кафедри нашого земляка, владики Онуфрія, ми дуже схвильовані та обурені. Ми бачимо, що ви
маючи владу вирішувати долю церкви, діяти не на благо церкви. Ми обурені, тому що знаємо, що цей перевід не що інше, як помства за інакодумство, кара за небажання підтримати взятий вами і більшою частиною синоду курс на насильне відділення від матері церкви, визвані чистолюбивим прагненням заполучити куколь. Якщо наші вимоги не будуть виконані, то ми будемо змушені прибігти до самих рішучих дій для захисту правди і своїх законних прав. Зокрема, ми вийдемо із підпорядкування Київської митрополії, яка не бажає рахуватися нашими законними правами. Нам не хотілося би цих крайніх мір, але ви примушуйте нас до цього. Около 3 месяцев продолжалось противостояние филаретовскому произволу на Черновицко-Буковинской кафедре. Православные буковины твердо выступили за единую церковь и были готовы отстаивать свою позицию вплоть до выхода из юрисдикции Киевской митрополии. Положение православия на Тернопольщине не было таким устойчивым, как на Буковине. К 1992 году Тернопольская епархия была практически разгромлена униатами и автокефалами, на стороне которых всецело была местная власть. Из кафедрального собора православных выгнали униаты еще в 1989 году, а затем автокефалы отобрали и церковь Рождества Христова. С 1990 года епархиальное управление находилось в маленьком домике священника, там же совершались богослужения. Решением Синода, переместившего владыку Сергия, Тернопольская кафедра переходила в ведение почаевского епископа Иакова Панчука, активнейшего сторонника идеи автокефалии, не раз предлагавшего провозгласить ее самочинно. Спасти православие в этой ситуации было почти невозможно. Много людей тоже заблуждалось, не знали, что творится. Здесь и уже и союза нет, и только Украина начинается, и люди многие так что отошли от нас. Уже в Лавре владыка Яков, там уже так доходило до таких крайностей, чуть ли уже не перевел и Лавру саму на автокефалию. Мы тем более еще так уверовали в владыку Сергия, потому что знали, что он нас поведет по правильному пути, по православному. И так, что мы его не пустили. Вот сами люди, мы его в Киев не отдали. Ну, видно, на это была воля Божья. Мы его держали дома по домашним арестам. Нам звонят, что так и так владыку вашего хочет забрать в Киев. Мы бросаем все, кто что может по чаю, собираем автобус и едем все к владыке Сергию. И вот он молился себе в своей келике, а мы постом, молитвой стояли. Даже были такие дни, что мы 3 дня совсем в рот ничего не брали перед самым встретием Господним. Тут поднялись все. И чего я никак не мог ожидать, что так поднялся народ. Народ не то, что меня не защищали, они чувствовали, что защищают больше чего-то. Они защищали свою веру. В Украине возникла реальная угроза нового раскола внутри УПЦ. Святейшему патриарху Алексию II из разных епархий стали поступать телеграммы и письма с просьбой принять под свой амофор в случае дарования УПЦ автокефалии. Категорически возражая против отделения Киевской митрополии от Московского патриархата. В случае дарования УПЦ и автокефалии прошу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси принять под свой амофор все православные приходы, общины и духовные учебные заведения Украины, которые того пожелают. В то же время часть епископата и духовенства активно поддерживали идею канонической автокефалии, считая ее единственно возможной формой существования православия в условиях независимого украинского государства. Не думаю, что это спасло бы положение, потому что тот, кто хотел и сегодня хочет этой автокефалии, это особенно западные регионы, где разгромлена фактически православная церковь, а и центр Украины, юг и особенно восток против автокефалии. И я тогда, помню, будучи управляющим делами Московской патриархии, приезжали каждый день сотни людей с различных уголков Украины,
в России не делать никакой автокефалии, это произвело бы новое разделение, и это чувствовалось в настроении, и все такое волнение, которое уже начиналось на Украине, как бы чего не вышло, как бы не случилось автокефалии. Священный Синод РПЦ принял обращение к митрополиту Киевскому Филарету и епископату Украинской Православной Церкви с предложением незамедлительно пересмотреть решение Украинского Синода от 23 января, чтобы внести мир в сердца братьев-архиереев и в их скорбящую паству, взывающую ныне о справедливости в Церкви. Это позволит сохранить мир церковный и единство Украинской Православной Церкви. Вопрос о предоставлении полной канонической самостоятельности был вынесен на рассмотрение Архиерейскому собору РПЦ.